половину мы уже собрали. Здесь одна копна, или как копна, да. Айда балдеет. И вот как выглядит уже со стороны. Там тоже все убрано. Остается только собрать все это дело. Красота. Все это косили триммером железными этими дисками. Не леской, а железной, как же, ну диск назовем, самодельный. И вроде ничего, так стригли мы. Все ровно. Чуть-чуть тут такие, неровности есть, но в основном все четко получилось. Вот такая кучка. Еще добавок третью такую, в 3 раза, чтобы больше было. Но такая кучка где-то для коровы штук 160 нужен, чтобы продержаться всю зиму, кормить их. Корма заготавливаем и 160. Это так собираем кучу, потом уже равняем и повыше делаем такие кучки, чтобы на носилках таскать. И так, собрали, чтобы загрузить сразу кузов и замораживаться. У граблей палка тонкая, и если жестче и потолще было, можно, конечно, толкать побольше, но палка тонкая и гнется. Все, 3 кучи получилось. 3 кучи вот здесь 2, за машиной там еще один, такого же размера. Нормально, хватит. А для коровы 160 штук так надо. Побольше даже. И мы вот все это заготавливаем. И собиралось у нас где-то 150. Когда какой урожай, как картошка там. Бывает, травы вообще нет, мало. А бывает, что по пояс трава выходит в дождливую погоду. Бывает засушливое лето, и травы мало. Вот так все. В принципе, все нашу работу сделали. В принципе, все кидать на кубов и уже будем домой возвращаться. В общем, так и работаем. Айда потеряла. Все делается для Айды и для Тулана. Уборка территории, чтобы не заросло. Уберем, и комаров меньше будет здесь. Вообще класс, погода. Вот так мы отдыхаем. Обалдеем, да? Овод кусает, а нам все равно. Балдеж, нюхаем. Запах травы. Вкуснятина. Наглотаемся
аллергией, витаминами. Обалдел, обалдел. Искупалась, наверное, опять где-то бродила. Пришла, да, довольная. А, да. Пишут, что Олег собаку не любит. Вон, смотри, как радуется моя собака. Да? Так еще люблю вас. Следующий поход привезу Тулана. Айда будет Валерий сидеть. Следующий поход с Туланом будет. Ай, да. Да, еще спрашивали меня, почему я назвал Айду Айдой. Дело в том, что я десяток раз, наверное, смотрел «Счастливые люди» фильм. И там Тарковский, или я не знаю, как там фамилия, там высокого роста охотник Тарковский, наверное. И, короче, он из избушки вышел и собаку позвал. Айда, пошли. Ну, такое слово айда. В Сибири много раз там я слышу, там айда, слово айда. Айда, пошли. Айда, вперед. Так вот, ну, они разговаривают. И это слово вот как-то... Ну, в общем, слово айда у меня пошло из фильма «Счастливые люди». И поэтому я назвал айда. Айда мунам, айда пошли, скажем, вперед или еще. Но слово айда идет от слова, из фильма «Счастливые люди». Был вопрос в комментариях, я стараюсь отвечать. Ай, балдеет, блин, твои соски показывает. А? Вообще. Уф. Не было бы овода и комаров вообще. Можно балдеть. Целый день загорать. Да? Пошли. Сейчас кипятим чай и попьем чаек. И загрузим сено твое. Как все сейчас удобно. Своя техника. Не надо ждать какую-нибудь помощь там, чтобы вывести сено. Раньше Беларусь, дефицит, ничего не было. Да и сейчас, в принципе, то же самое. Утрамбовали там кое-как, влезло. Все четко влезло. Три заправки мы скосили, три заправки. 4. А, 3, 4? Раз, два, три, 4. Так, я 2 заправки. Ты какая же? Мы какая? Еще дела. Дела. Айда. А? Вроде весь поход уже все показал, всю работу свою, нашу то есть. И осталось показать еще, какую вкуснятину еще мы собрали. О, видели? Столько мы здесь съели, угощались, собрали там на лугах. И вот такая банка еще, не знаю сколько. Объем, ну где-то пол-литра, наверное, тут. Плотно там
трамбовали. Это ягоды земляники лесной. Вот такая вкуснятина. Сейчас закипит чай, попьем еще чаек. Мы уже все загрузили, все вещи. Дождемся чая и попьем чай. А там уже поедем домой. Вот так вот. Корочно нам там много натурья. В следующий раз веники еще соберем. Следующий поход будет уже скоро. И в следующем походе мы соберем еще веники, березовые веники, чтобы париться. И еще ремонт трубы печной. Трубы, там труба скосилась, там она напором снега, ну, труба ушла. И придется трубу подправить там. Сейчас затапливать даже опасно. Там, не знаю, как там отошла, наверное, труба, вот, на кирпич стояла, там асбестовая труба. И труба скосилась. Надо перед тем, как затопить печку, трубу подправить. Это надо подняться на крышу. Ну, там пару часов, наверное, работы будет. Это уже в следующем походе все будет. Вот так. Надышался я травы, аллергия у меня началась. И нос еще не дышит, а как откроешь банку, понюхаешь этот аромат. Везде все открывается, до мозгов аж запах идет. Обалдеть. Наслаждение такое. Ради этого стоит жить. Дождаться лета и... Ну вот соберешь ты морожку или же чернику, такого запаха нету, как от этой земляники. Обалдеть. Не нанюхаешься, это прямо... Нет слов. И эти... Ну и откуда? Смородина. Еще горцетерит. Да, смородина. Смородина тоже вот, ну, такого запаха не дает. Ну, когда вот мнешь, это толкачом, або толкача, мы себя нырчаны. Когда мнешь вот толкушкой, и запах еще ягод ты слышишь. А запах земляники это уже ни с чем не сравнить. Из лесных ягодов коми самое вкусное это земляника. Блин, с молоком, не поверите, это непередаваемое, с молоком, сметаной, вот это когда ты делаешь такой йогурт, можно сказать. Или же кефир добавить можно, размешать там. Вообще такой йогурт натуральный получится. Вот. Ну, после такого еще накоса старший сын у меня сегодня со мной и сделал такой вывод, что лучше молоко купить, чем держать корову. Вот такие дела. Работа, держать корову это не из легких. Каждый день по утрам надо вставать, утром, вечером. Летом сенокос и каждодневная работа. Это молоко тоже нелегкий труд. И многие уже перестали держать корову, в основном покупают молоко. А покупное молоко, фиг знает, непонятно из чего. Молоко вот натуральное, там буквально за 2 суток, если в тепле он начинает киснет и получается кефир, а из покупного пачку там берешь и не сразу киснет она и какой-то кефир не так получается, не такой кефир. А уже не будем говорить, что там есть сметана или еще. Разбавленное. Может, какое-то количество молока там есть, но с настоящим молоком не сравнить. Такие дела. Я не выдержу, наверное, еще слопаю тут. Все. Чай не вскипел еще? Почти. Почти.
Сейчас будем пить чай. Когда траву убирал, где-то еще ягоды видел. А, вот они. Ай, тоже созревают. Тоже название ужман. Но ужман это в коме, а по-русски фиг знает. Вот такой кустик. И ягода съедобная, но очень-очень кислая. Очень кислая. Прямо невозможно его кушать. Ну, кому как. Кто кислое любит, им флаг в руки. Ой. Вот такая ягода. О. Но очень кислая. Ой. Вообще жесть. Я могу показать, как я ем. Во. Она съедобная, но ужасно кислая. Если, скажем, варенье из этих ягод сделать, понадобится там килограмм бы сахара на 100 грамм этих ягод. Если похмелье, можно сделать из этого такой напиток и похмелье пить. Вот такие дела. В детстве любил я это собирать тоже, это из этих кустов. Сейчас я угощение в речку дам. Там эти мелкие рыбешки там. Куда? А, вон она улетела. Очень много, вот когда еще сюда попадало солнце, вот в это место очень много их было, тут собиралось. Вот так вот. Сейчас скрипит, там уже несколько лет, там скрипит одно и то же дерево. Звук такой. Ни облака, ничего нету. Вообще красота. Посмотреть, что тут у нас. Вот смотрите, какая плесень. Как лепешки. Ай, блин. И уже года 2, наверное, уже борюсь с этой плесенью. Где-то обрабатываю там антисептиком. Или еще не помню уже, противогрибковое что-то покупал. То место, где я обрабатываю, гриб уходит на другое место. Вон, блядь. Воняет на настоящий гриб, да. Запах гриба. Вонь такой. Я не знаю, чем дальше обрабатывать это, наверное, бесполезно. По всему венцу идет. Вот такие дела. Грибной сезон здесь. Блин, зараза. И там, вон, смотрите, за столом. Блин. И вроде солнце попадает. Говорят, куда солнце попадает, не должно быть, а ну вот посередине, наверное, бревна там и проходит. Фу, блин, там вот уже. Вот это да. На второй венец поднимается. В общем, ребята, я немножко тут поковыряю перед тем, как уехать. Там вот тоже немножко, но вот оттуда еще идет. Это бревно, оно уже труха там вообще. Это нижнее бревно. И по всему бревну он потихоньку все идет, уже круговую скоро. Уже третье бревно уже вот здесь. Вот такая лепешка, смотри. Зараза тоже. Жрет вот дерево. И все тут. Такие делишки. Оно такое, блин. Но запах настоящего гриба.
Короче, хана этому венцу. Я, наверное, сделать ничего не смогу. Спасти. Это только поменять венец и все. Но этим пока в этом году я заниматься не буду. Еще избушка держится. Нормально все. Короче, под норами вон там поддувало тоже есть. И светло, и продувает все. Но вон эта зараза там тоже сидит, блин. Идет и идет. Ну что ты будешь делать, а? Ой, по земле идет, ну, как я понял. Ну, вон. Везде и там на бревне. По земле, наверное, ходит там, блин. Здесь вообще бардак, вон, смотрите. Что смог, я вычистил там. Пол ведра гриба здесь насобирал. Свежие грибы. Не надо никуда идти в тайгу комаров кормить. Вон. Бери, не хочу. Вонь такая, аж глаза жгет, блин, от этого запаха грибного. Я и сейчас обрабатывать ничем не могу, только, наверное, золой. Посыплю там. Зола тоже. От золы он тоже боится. И если есть, тоже в этом печке интересно. Ну, немножко есть. Золу надо взять оттуда и мало тут. Вот. Вот этой золы грибы тоже боятся. Зола жгет. Вот так вот. Посыплю. И думаю, на некоторое время приостановится все это зараза. Жалко, мало золы. А под нору уже сегодня лезть не буду. Я спотел. И туда, если влезу, там вообще. Так, и здесь еще сыплю. Вот так. Так что имейте в виду, эта зараза золы боится. Так. Некоторые мочу даже собирают, но тоже солью обрабатывают, но кто чем. Вместе работали в котельной. И один кочегар у нас с нашего села всю зиму он золу собирал в мешки. И дома он под поле все, ну, такой слой сыпал он золой прямо на землю. И самое главное, чтобы сырости не было. Сырости он тоже любит, сырость. Все, больше золы нету. Ну, как-то так примерно. Пока здесь вот, скажем, обработать, эта зараза дальше пойдет. Дальше пойдет. И круги делает и делает. Никак остановить не могу. Здесь такие два участка еще были. Начиналось вот с этого угла. С этого угла здесь вот видно, что я обрабатывал антисептиком, цвет рябины там поливал. Но он испугался, он ушел отсюда. Ушел уже год, как прошел, он до туда он дошел. Боремся потихоньку с этой заразой, блин. Все, ребята, наш поход закончился очередной. Избушку я закрыл. Вон труба какая скосилась. Лестницу я не убрал. Это на следующий раз, чтобы не забыть, что надо править трубу. И этим займемся следующий поход, когда приедем. Все вещи убрал уже. Территория убрана, все убрано. Немножко дымит костер. Там я перчатки свои выкинул, ну, когда занимался этими грибами. И
с плесенью, не грибы, а с плесенью. И не знаю, бесполезное занятие или нет, там бороться с плесенью. Это надо у Сергея Безрукова спросить. Он же сделал там какой-то документальный фильм «Плесень». Я помню еще это. Я сейчас домой поеду и включу, послушаю, что он рассказывал. Вот так. Погода не подвела. Отличная погода. Отличное настроение. Работа. Ну, все задуманное мы сделали очередной раз. Сейчас только остается поехать. В общем, всем пока и до новых встреч на Проявкоме. В следующий раз также приедем на природу, будем заниматься своими делами. Рыба плещется. Все хорошо. Удачи. Всем пока.